Добрый день, уважаемые пользователи библиотеки! Мы продолжаем свой обзор статей «Мир безграничных возможностей». Умные помощники, так называется статья, опубликованная в газете «Время» номер 165, 27 октября. Исследователи из Корнеллского университета и Висконсинского университета в Мэдисоне создали браслет FingerTrack, который визуалирует движение человеческой руки в трехмерном пространстве в режиме реального времени. Камеры делают серию снимков очертаний руки, ориентируясь на 20 положений суставов пальцев. Затем нейронные сети глубокого обучения объединяют эти изображения в одно и воссоздают трехмерную модель руки в виртуальном пространстве. На видео, представленном учеными, заметно, что 3D-прототип повторяет движение руки человека, когда тот открывает тетрадь, берет ручку, пишет, подносит кружку к рту и держит мобильный телефон. С его помощью можно выявить нарушение мелкой моторики. Подобное устройство можно использовать, чтобы наблюдать за тем, как пожилые люди управляют руками и обнаружить признаки болезней Паркинсона и Альцгеймера на ранних стадиях. Студенты Гарвардского университета создали жилет Foresight, с помощью которого люди с нарушением зрения могут лучше ориентироваться в пространстве. В верхней части устройства на груди размещается смартфон с камерой. Когда в объектив попадают объекты, некоторые части жилета начинают надуваться, давая человеку понять, в какую сторону двигаться, чтобы избежать столкновения. Программное обеспечение, работающее при помощи компьютерного зрения, оценивает, насколько далеко препятствие находится от камеры. Чем ближе человек подходит к объекту, тем сильнее жилет давит на его тело. Жилет незаметен под одеждой и, как ожидается, будет доступен по цене. В мягком жилете инвалиды по зрению будут чувствовать себя более комфортно, получая при этом тот же объем необходимой информации. Вспомогательное устройство для слабовидящих – беспроводные электронные очки eSight 4, разработанные канадской компанией eSight. Прибор оснащен камерой и двумя экранами. Очки стимулируют фоторецепторы, светочувствительные сенсорные нейроны сетчатки глаза, в результате чего в мозг пользователя поступает дополнительная визуальная информация, и он намного лучше видит окружающий мир. Новые технологии все активнее внедряются в нашу жизнь и приходят нам на помощь, где раньше у людей не оставалось никакой надежды. Например, хирург Тед Руммель, парализованный ниже пояса, продолжает оперировать благодаря специальному стоячему инвалидному креслу. Есть еще чайник для людей с артритом. Его не надо брать в руки, достаточно качнуть его, предварительно поставив чашку, и вода сама польется. Есть специальная коляска для пляжа, для купания. Появилась в городе Санта-Крусе. Предназначена для инвалидов, на ней они могут купаться в море. Есть также прогулочная тропа особого назначения в парке для слепых. Она ограждена зелеными насаждениями, а в местах, где лучше всего слышны звуки природы, постелены специальные коврики. Также в Корее появилась карусель. На ней ребенок в инвалидной коляске может кататься вместе с остальными. Следующая статья Натальи Глушаевой, опубликованная в газете «Вечерняя Алматы» номер 125, 20 октября. «Особое отношение», так называется статья. Впервые в Алматы открыли спортивные секции для особенных детей. Теперь дети с особыми потребностями смогут бесплатно заниматься в специальных адаптивных спорткружках. Это стало возможно в рамках социального проекта «Саламатты Болашак», главная цель которого – вовлечь детей с инвалидностью в круглогодичные занятия спортом. На базе дворца Алматы-арены создана секция по паралимпийскому виду спорта «Бочча» и секция адаптивного плавания. Адаптивное карате будет проводиться на базе военно-патриотического клуба «Сарбас», а футбол для детей с церебральным параличом и еще одна секция «Бочча» в стенах специальной школы-интерната номер 2 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В этом году в проект по Алматы будет вовлечено не менее 70 детей с особенностями развития. Инициатор проекта – общественный фонд «Мир равных возможностей». Организаторы надеются, что в будущем число спортсменов и видов секций будет расширяться. Еще одна статья Кушпарбека Тусипова «Особенные дети». Опубликована в газете «Казахстанская правда» 21 октября, номер 201. В столичном спортивном комплексе «Жахпе-Жек» при поддержке Ассоциации боевых искусств Казахстана состоялся спортивный фестиваль для детей с особенными потребностями «Жас Жаунгер».
Одной из целей организации является пропаганда и создание условий для подростков, которые желают заниматься спортом. Особенностью проекта является то, что единоборства могут быть отличным инструментом для инклюзивности в спорте, особенно для детей. Совместно с Министерством здравоохранения Комитет национальной безопасности обеспечит детям прохождение лечебно-оздоровительных процедур в подведомственном санатории в Балхаше. Следующая статья Евгении Ермаковой. «Своевременная коррекция» называется. Опубликована в газете «Казправда» номер 184, 28 сентября. В Кустанайской области расширяется сеть образовательных организаций при поддержке особенных детей. Сегодня большая часть районов области охвачена работой кабинетов психолого-педагогической коррекции. Сюда приходят дети, нуждающиеся в помощи логопедов, дефектологов, тифлопедагогов и других специалистов. Всего в области 12 таких кабинетов коррекции, но сеть расширяет. В Рудном подобный кабинет только появился. Ожидается, что ежегодно коррекцию здесь будут проходить около 150 ребятишек. С ними станут работать специалисты 6 разных профилей, включая тифлопедагога. При этом упор по возможности не намечено делать на дошколят. Еще одна статья называется «Бизнес на благо общества». Автор Екатерина Бескорцева. Опубликована в газете «Казанская правда» номер 200. Год волонтеров при Иртыше открыли филиал первой в стране социальной мастерской. Работать здесь будут люди с особыми потребностями. Свою социальную мастерскую Эмин Аскеров основал в 2015 году, а спустя 3 года и школу социального предпринимательства. Основная цель образовательного проекта – обучение всех желающих. Это новый вид бизнеса, который в первую очередь направлен на решение социальных проблем. Здесь трудоустраиваются люди с непростыми запросами, представляющие самые разные категории населения. Последние 4 года фокусируемся на трудоустройстве ребят с ментальными нарушениями. Проект успешно развивается, в нем есть 9 направлений, 80 человек уже нашли работу. Есть успешный апробированный опыт, методология, как правильно вовлекать таких людей в трудовую деятельность. Основная философия заключается в том, что мы раздвигаем границы для людей из особой социальной категории, помогаем им понять, на что они способны, а в дальнейшем работаем над тем, чтобы они своими усилиями создавали подобные проекты, вовлекая в их реализацию социально ориентированную категорию. Спасибо за внимание.